Дмитрий Чемалин, морпех, который 26 июля пострадал в Североморске, вернулся домой. Напомним, парень пострадал от осколка снаряда праздничного салюта. За время лечения в госпитале в течение почти 2 месяцев сыктывкарец перенес 2 операции и сложную госпитализацию. От начала до дня сегодняшнего его историю расскажет Евгения Кладкевич. 26 июля. Свой праздник, День военно-морского флота, контрактник Дмитрий Чемалин встречает в Североморске. Это был день завершения его месячной командировки. Финальный вечер Дмитрий отпросится у командира на прогулку по городу, чтобы посмотреть праздничный салют. Однако вместо положенной радости световое шоу оборачивается серьезной травмой. Через секунды после запуска салюта в голову сыктывкарца попадает осколок снаряда. В тот вечер пришел на зрительские трибуны в качестве зрителя, находясь в служебной командировке. Только присел на трибуну, то бишь на кресло трибуны. Секунд 15-20 прошло, и память проснулся. Потеря памяти. Я очнулся, глаза открыл, нахожусь в реанимации в госпитале. Из-за тяжести травмы сразу после операции врачи вводят Дмитрия в медикаментозную кому. Очнется он через 3 дня. Первое время буквально шок и страх, справиться с которым молодому человеку помогает только мама. 5 августа перевелись в реанимацию в отделение, и 6 августа, доктор поднял меня на ноги. То есть разрешил незначительные передвижения с собственными ногами, то бишь, такие как до туалета, помыться. Вот. И потом со временем уже начал нормально ходить, приходить в себя. Кстати, средства на дорогу к сыну Надежде помогают собрать неравнодушные пользователи интернета. Только за первые сутки они пожертвовали необходимую сумму на перелет до Североморска и проживание в нем. Для меня, наверное, была больше важна именно моральная вот эта поддержка. Я от них почувствовала именно вот этой поддержки моральной, которая нужна была лично мне в тот момент, потому что я в тот момент, когда узнала об этой ситуации, я сначала вообще не поверила. Я так думаю, что любой бы так сначала не поверил бы, что да, что-то могло бы случиться с родным человеком, тем более с сыном. Рядом с Димой мама провела месяц. С ней он заново учился ходить, есть и просто жить. Бесценная моральная поддержка продолжалась и после отъезда мамы. Особенно подбадривать старались друзья и сослуживцы. Регулярно присылали подбадривающие видео и фото, по возможности звонили, писали СМС. Я сначала, если честно, не поверил, потому что непосредственно где-то за полчаса до всего случившегося мы с Димой разговаривали по телефону, поздравляли друг друга с праздником. Организовал сбор средств на своей странице ВКонтакте, в Инстаграме, подключил всех знакомых, обращался ко многим людям, которые здесь непосредственно в Сыктывкаре имеют хотя бы большую аудиторию. Вторая операция по установке в голове Дмитрия титановой пластины прошла 25 сентября. Долгое время медики решали, где лучше ее провести – в Питере или в Североморске. Из соображений безопасности отправить пациента в северную столицу отказались. После операции еще несколько недель сыктывкарский морпех находился в Североморском госпитале на реабилитации. Долгожданное возвращение домой случилось лишь ночью 18 октября. Встречали морпеха как героя, ведь за него переживали, его действительно ждали семья и друзья. Добро пожаловать домой! Сейчас для полного восстановления молодой человек в отпуске. Суд по его делу пока в самом начале. Дмитрий верит, что справедливость будет на его стороне. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.